Медицинская и юридическая поддержка, поиск военнослужащих и организация отдыха. С такими вопросами в течение первых 2 недель работы регионального филиала фонда «Защитники Отечества» обращались бойцы и семьи участников специальной военной операции. Первые результаты работы фонда обсудили в общественной приемной главы Коми. О том, что сделано и что еще предстоит сделать, Дарья Вологжанина. От социальной поддержки до поиска новой работы. Без лишней бумажной волокиты и по принципу одного окна. В Сыктывкаре уже 2 недели работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Со всеми вопросами – социальными, медицинскими, юридическими, с которыми бойцы порой просто не знают, куда обратиться, теперь они могут прийти сюда. Помогают решать проблемы социальные координаторы. Всего в республике их 24, из них 5 в Сыктывкаре. В будущем их количество увеличат до 80 человек. В 20 муниципальных образованиях Республики Коми приступили к работе социальные координаторы, представители филиала Госфонда по Республике Коми. Сразу же хочу отметить, что данные социальные координаторы прошли обучение в мае месяце в городе Санкт-Петербург на базе Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. За время работы фонда в Коми основными вопросами от участников СВО стали получение удостоверений ветерана боевых действий, содействие в медицинской реабилитации, предоставление мер социальной поддержки, выплат денежного довольствия, оказание помощи в поисках военнослужащего, получение земельных участков, трудоустройство и летний отдых детей. Есть уже обратная связь, что одному человеку мы помогли, участнику, и он восстановил документы, что он был в местах СВО, в которых, к сожалению, документов не было. Он очень благодарен о том, что мы напрямую связались сразу с Исельским районом, который нам быстро тоже помог и оказал помощь. И в результате его визита человек уже получает выплаты и меры соцподдержки, которые, к сожалению, он даже не знал, что мог получить. Теперь, когда штат координаторов уже частично укомплектован, задача муниципалитетов – донести до населения информацию, где находится их социальный координатор и как с ним связаться. Прием участников СВО и их семей координатор может вести не только в офисе, но и с выездом на дом. Хочу довести следующую еще информацию. Социальный координатор – это не кабинетный работник. Я хочу на этом прям сакцентировать внимание. Да, это не кабинетный работник, это не тот человек, который сидит постоянно и возле компьютера, возле телефона и ждет, когда же кто-нибудь к нему придет. Нет, здесь работа непосредственно и выезды вот этого социального координатора, должна быть работа такая построенная, работа с семьями. Работа непосредственно с теми ветеранами, которые самостоятельно прийти не могут. В скором времени стационарные офисы филиалов Госфонда появятся во всех муниципалитетах республики. Социальных координаторов станет больше. Помимо них в фонде есть представители МФЦ, Центра занятости населения, а также медико-социальной экспертизы. В Сыктывкаре отделение фонда «Защитники Отечества» находится по адресу Первомайская, дом 11. Дарья Вологжанина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.